Гумилев, Иванов. Этносфера и космос. Все, что можно зафиксировать как научными приемами, так и простым наблюдением, есть изменения в окружающем нас мире. Только процессы и эксцессы улавливаются нашим сознанием, а затем служат поводом для размышлений, объяснений. Это диалектика природы и истории, то есть пространства и времени. А поскольку мир вокруг нас постоянно изменяется, то, естественно, он является объектом науки. Древние люди знали о космосе, наблюдая движение звезд и планет, но считали сам факт такого перемещения вечным, что было ошибкой. Галилей, открыв пятна на Солнце, показал, что небесные тела изменчивы и, следовательно, могут быть изучаемы. Однако долгое время космос считался пустотой, которая не изменяется и, значит, не подлежит изучению. Даже сам Лавуазье, обсуждая сообщение о метеорите, упавшем во Франции, провел такое решение. Камни с неба падать не могут, потому что на небе нет камней. Но факты были сильнее догмы. Теперь ясно, что голубое небо, атмосфера не защищает поверхность Земли от воздействия неба черного, и что пучки энергии, приходящие извне, пробивают ионосферу и другие защитные оболочки Земли, достигая поверхности планеты. Значит, поверхность Земли, наш родной дом, открыта черной бездне, ее воздействием. Это отнюдь не мистика, а география. В самом деле, влияние небесных тел на поверхность Земли известно давно. Фазы Луны — причины приливов океана. Вариации солнечной активности вызывают смещение путей прохождения циклонов, а тем самым меняют климатические условия на континентах. Солнечные максимумы заставляют мутировать вирусы, причиняющие нам тяжелые болезни. Эти несомненные феномены кратковременны или эпизодичны, но есть и другие, о которых речь ниже, приводящие к появлению этносов. Для того, чтобы их увидеть, нужна история человечества. Ведь у нее есть абсолютная хронология за 4000 лет и приблизительно еще за 50 тысяч. Но историй много. Социально-экономическая история отражает спонтанный процесс развития, не зависящий непосредственно от природных явлений. История культуры – явление вторичное, связанное с мелкими событиями той или иной эпохи. История хозяйства известна всего за 200 лет. Военная история описательна, и только одна история – этническая, опирающаяся на раскрытие глобального природного процесса этногенеза, в принятом нами аспекте перспективна. Кратко об этносе. Поставим задачу так, чтобы ее можно было решить. Биосфера Земли – это одна из оболочек планеты. Люди входят в состав биосферы, но они столь разнообразны, что рассматривать их всех как целостность, антропосферу, неконструктивно. Лесные охотники, степные пастухи, земледельцы, горожане, рыболовы южных морей и морей северных, древние эллины, средневековые рыцари, буржуа и строители каналов, бесписьменные пигмеи и ученые – все они разнообразны, и все по-своему прекрасны и умны. А по оси времени были филистимляне и парфяне, их нет. Не было французов и англичан, они есть, но когда-нибудь уступят место иным этносам. Как и почему это происходит? Вот предмет этнологии, учение об этногенезе или происхождении и исчезновении народов. Указанный принцип разнообразия, характерного из всех млекопитающих только для человека, дает основание считать антропосферу мозаичной, то есть этносферой, причем разнообразие является не только способом адаптации в ландшафтах, но результатом каких-то воздействий, меняющих людские коллективы, иногда в физиологии, а чаще в поведении. Крупные мутации нас не интересуют, они редкие и всецело относятся к биологической науке антропологии. К этногенезу, возникновению и исчезновению этносов, они не имеют отношения. Нам нужен более чуткий измерительный прибор. Социальная психология, наоборот, слишком чутка и фиксирует без выбора смены настроения и эмоциональное изражение примером. Неустойчивость описываемых ею состояний психики делает ее негодной для эмпирического обобщения. А вот этногенез – это то, что нужно. Но прежде чем идти дальше, уточним значение термина «этнос», чем объясним его природу. Это можно сделать только путем системологии, новой научной дисциплины,
вошедший в советскую науку лишь в 1969 году. Если раньше изучались как объект предметы, то теперь рассматриваются связи между ними. При этом подходе находят место и биохимия, и генетика, и психология, как личные, так и коллективные, и уж, конечно, история с географией. Так попытаемся наглядно сформулировать определение понятия «этнос», хотя бы для практического применения в решении поставленной задачи. Первое. Этнос – система, развивающаяся в историческом времени, имеющая начало и конец. Точнее, этногенез – процесс дискретный. Второе. Универсальный критерий отличия этносов между собой один – стереотип поведения. Особый поведенческий язык, который передается по наследству, но не генетически, а, как показал Лобашов, через механизм сигнальной наследственности, основанный на условном рефлексе, когда потомство путем подражания перенимает от родителей и сверстников поведенческие стереотипы, являющиеся одновременно адаптивными навыками. Третье. Системными связями в этносе служит ощущение своего и чужого, а не сознательное отношение, как в обществе. Поэтому этнос как явление не сводим ни к одной из известных социальных форм человеческого общежития, гезельшафт, и, следуя Марксу, должен быть отнесен в категории природных коллективов, естественно сложившихся общностей, Gemeinwesen, изучаться как природный феномен в рамках диалектического материализма методами естественных наук. Ощущение реальности стереотипа порождает бытовой этноцентризм «мы» и «они». Этого противопоставления достаточно, чтобы системы не пересекались между собой. Иначе говоря, нет человека вне этноса, и каждый человек принадлежит только одному этносу. Четвертое. Системные связи в этносе, а вместе с ними и единство этноса поддерживаются геобиохимической энергией живого вещества биосферы, эффект которой на этническом уровне организации биосферы описан Гумилевым как явление пассионарности. Пассионарность – поведенческий признак, воспринимаемый сторонним наблюдателем как непреоборимое стремление к намеченной цели, пусть даже иллюзорной, но для достижения которой носители ее, пассионарии, не жалеют как собственной жизни, так и жизни своего потомства. Психологически пассионарность проявляется как импульс подсознания, противоположный инстинкту самосохранения, как индивидуального, так и видового. Пятое. В зависимости от соотношения пассионарного импульса П и инстинкта самосохранения Ж, Гумилевым описано три характерных поведенческих типа. А. Пассионарии П больше Ж, Б. Гармоничные люди П равно Ж, В. Субпассионарии П меньше Ж. Шестое. Статистически в этносе преобладает гармоничные особи. Доли пассионариев и субпассионариев в процентном отношении незначительны, но изменение их количеств определяет геобиохимическое состояние этноса как закрытой системы дискретного типа по классификации Малиновского. Можно ввести функцию состояния этнической системы пассионарное напряжение, доля пассионариев в этносе, которое может быть сопоставимо однозначно с частотой событий этнической истории и числом подсистем в этносе, субэтносов. Событие в нашем понимании – процесс разрыва системных связей. В зависимости от таксономического ранга этнической системы, конвиксия или консорция, субэтнос, этнос, суперэтнос, можно говорить и о масштабе события. Для построения кривой пассионарного напряжения мы выделяем события этнического масштаба, столкновение двух или более субэтносов. Пассионарное напряжение и направление его изменения определяют фазу этногенеза или возраст этноса. Смотрите схему номер 1 в файле рисунки и во вложенном буклете. По оси абсцисс отложено время в годах, где исходная точка кривой соответствует моменту пассионарного толчка, послужившего причиной появления этноса. По оси ординат отложено пассионарное напряжение этнической системы в трех шкалах. Первое. В качественных характеристиках от уровня P-2, неспособность удовлетворить вожделение, до уровня P6, жертвенность. Эти характеристики следует рассматривать как некую усредненную физиономию представителей этноса. Одновременно в этносе присутствуют представители всех отмеченных на рисунке типов, но господствует статистический тип, соответствующий данному уровню пассионарного напряжения. В шкале количество субэтносов, подсистем этноса, индексы n, n+1, n+3 и так далее, где n
Число субэтносов в этносе, не затронутом толчком и находящемся в гомеостазе. Третье в шкале частота событий этнической истории, непрерывная кривая. При этом предлагаемая кривая есть обобщение 40 индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для различных этносов, возникших вследствие различных толчков. Пунктирной кривой отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе. Седьмое. Коротко об этногенезе. Предполагалось, что первоначальным состоянием этноса было гармоническое взаимодействие с вмещающим ландшафтом ареала, своего рода гомеостаз. Если бы это было так, то люди жили бы там, где появились. Видимо, в африканской саванне, небольшими группами, минимально общаясь друг с другом. На самом же деле люди еще в палеолите освоили всю сушу планеты, кроме Антарктиды. Они заселили и влажные леса Конго, и холодные степи Монголии, и острова Полинезии, и закраины ледника Гренландии. В постоянных столкновениях люди строили города и корабли, создавали политические и религиозные системы, творили искусство и поэзию. Почему? Время от времени гомеостаз прерывается эксцессом, возникновением пассионарных особей. Как при всякой мутации, их сначала немного, но они очень активны. Они действуют, чем усложняют первичную простую систему, создавая в ней много подсистем, субэтносов, блоков, конвексий и звеньев, консорций. Усложненная система обретает мощь и расширяет ареал. Ныне она даже выходит в космос. Но пассионарные особи часто гибнут, чем снижается энергетический уровень системы, возвращающийся к равновесному значению. В конце этногенеза остается немного гармоничных людей, как реликт, и так они живут, пока не произойдет новый взрыв, или точнее мутация, то есть толчок, от латинского «муто» — толкаю. Пассионарии появляются не случайно, и не в единичных случаях, а как популяции, которые образуются в результате своеобразного явления пассионарного толчка. Особенность таких толчков — их кратковременность, приблизительно 1-5 лет, но не меньше года, и геометрия на поверхности Земли. За последние 3000 лет достоверно зафиксировано пока 9 пассионарных толчков, 4 до рубежа нашей эры и 5 после. Суть явления состоит в том, что в определенный момент времени, о точных датировках ниже, на узкой, шириной 200-300 километров и вытянутой полосе поверхности Земли, полосы от толчка к толчку не совпадают, имеющие геометрию близкую к геодезической линии, возникает серия пассионарных популяций, внутри которых начинаются бурные процессы этногенеза, приводящие через 130-160 лет к появлению группы новых этнических систем, проходящих синхронно все последовательные фазы этногенеза, если процесс этногенеза не обрывается извне, стихийные бедствия, истребления и тому подобное. Через 1500 лет с момента толчка пассионарный признак полностью устраняется из популяции, процесс этногенеза завершается, и этнос либо исчезает как система, но не обязательно как люди, либо существует неограниченно долго в состоянии равновесия с биоценозом своего ландшафта в гомеостазе. Легенда к карте пассионарных толчков, которую можно найти на схеме 2 в файле «Рисунки» или во вложенном буклете. Римской цифрой указан порядковый номер толчка, в скобках начальный момент толчка. Арабскими цифрами пронумерованы этносы, возникшие вследствие данного пассионарного толчка, причем вначале идет историческое или условное название этноса, затем в скобках название географической или этнокультурной области появления этноса, соответствующей точке на карте. В некоторых случаях вслед за этим дается краткая характеристика или важнейшие события фазы подъема. Первый толчок XVIII века до нашей эры. Первый этнос — египтяне, 2, Верхний Египет. Крушение Древнего Царства. Завоевание гиксосами Египта в XVII веке. Новое царство. Столица в Фивах, 1580 год. Смена религии, культ Азириса, прекращение строительства пирамид, агрессия в Нубию и Азию. Второй этнос — гиксосы, Иордания, Северная Аравия. Третий этнос — хетты, Восточная Анатолия. Образование хеттов из нескольких хатто-хуритских племен, возвышение Хаттусы, расширение на Малую Азию, взятие Вавилона. Второй толчок — XI век до нашей эры. Первый этнос — джоусцы, Северный Китай, Шэньси.
завоевание княжеством Чжоу древней империи Шань-Инь, появление культа неба, прекращение человеческих жертвоприношений, расширение ареала до моря на востоке, Янцзы на юге, пустыни на севере. Второй этнос — скифы, Центральная Азия. Третий этнос — кушиты, большая излучина Нила. Формирование и становление Напатского царства в X-VIII веках до нашей эры, возвышение Напаты и объединенное египетско-кушитское государство. Третий толчок — VIII век до нашей эры. Первый этнос — римляне, Центральная Италия. Появление на месте разнообразного италийского, латино-сабино-этрусского населения римской общины войска. Последующее расселение на Среднюю Италию, завоевание Италии, закончившееся образованием республики в 510 году до нашей эры. Смена культа, организация войска и политической системы, появление латинского алфавита. Второй этнос — сомниты, Италия. Третий этнос — этруски, северо-западная Италия. Четвертый этнос — галлы, Южная Франция. Пятый этнос — эллины, Средняя Греция. Упадок ахейской крито-микенской культуры в XI-IX веках до нашей эры, забвение письменности, образование дарийских государств Пелопоннеса, VIII век, колонизация эллинами Средиземноморья, появление греческого алфавита, реорганизация пантеона богов, законодательство, полисный образ жизни. Шестой этнос — лидийцы, седьмой этнос — корейцы, восьмой этнос — киликийцы, девятый — персы, Иран. Образование мидян и персов. Дейок и Ахемен — основатели династий. Расширение Мидии, раздел Ассирии, возвышение Персиды на месте Элама, закончившееся созданием царства ахеменидов на Ближнем Востоке. Смена религии, культ огня, маги. Четвертый толчок, III век до нашей эры. Первый этнос — сарматы, Казахстан. Вторжение в европейскую Скифию, истребление скифов, появление тяжелой конницы рыцарского типа, завоевание Ирана парфянами, появление сословий. Второй этнос — кушаны-сагдийцы, Средняя Азия. Третий этнос — хунны, Южная Монголия. Сложение хунского родоплеменного союза, столкновение с Китаем. Четвертый этнос — сяньби. Пятый этнос — пуя. Шестой этнос — когури, Южная Маньчжурия, Северная Корея. Возвышение и падение корейского государства Уосон, III-II века до нашей эры. Образование на месте смешанного тунгуса-маньчжуро-корейско-китайского населения племенных союзов, выросших впоследствии в первые корейские государства Когурё, Сила, Пэкче. Пятый толчок — I век нашей эры. Первый этнос — готы, Южная Швеция. Переселение готов от Балтийского моря к Черному, II век. Широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства. Создание готской империи в Восточной Европе. Второй этнос — славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей. Третий этнос — даки, современная Румыния. Четвертый этнос — христиане. Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин, разрыв с иудаизмом, образование института церкви, расширение за пределы Римской империи. Пятый этнос — евреи. Обновление культа и мировоззрения, появление Талмуда, войны с Римом, широкая эмиграция за пределы Палестины. Шестой этнос — аксумиты, Абиссиния. Возвышение Аксума, широкая экспансия в Аравию, Нубию, выход к Красному морю, позже, IV век, принятие христианства. Шестой толчок, VI век нашей эры. Первый этнос — арабы-мусульмане, Центральная Аравия. Объединение племен Аравийского полуострова, смена религии, ислам, расширение до Испании и Памира. Второй этнос — раджпуты, долина Инда. Низвержение империи Гупта, уничтожение буддийской общины в Индии, усложнение кастовой системы при политической раздробленности, создание религиозной философии, веданты, троичный монотеизм Брахма, Шива, Вишну. Третий этнос — боты, Южный Тибет. Монархический переворот с административно-политической опорой на буддистов. Расширение в Центральную Азию и Китай. Четвертый этнос — табгачи. Пятый — китайцы-2, Северный Китай, Шэньси, Шаньдун. На месте почти вымершего населения Северного Китая появилось два новых этноса — китайско-тюркский, табгачи, и средневековый китайский, выросший из группы Гуанилун. Табгачи создали империю Тан,
объединив весь Китай и Центральную Азию. Распространение буддизма, индийских и тюркских нравов, оппозиция китайских шовинистов, гибель династии. Шестой этнос — корейцы. Война за гегемонию между королевствами Силла, Пэкчо, Когурё. Сопротивление танской агрессии, объединение Кореи под властью Силлы, усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма, формирование единого языка. Седьмой этнос — Ямато, японцы. Переворот Тайка, возникновение централизованного государства во главе с монархом, принятие конфуцианской морали как государственной этики, широкое распространение буддизма, экспансия на север, прекращение строительства курганов. Седьмой толчок, 8 век нашей эры. Первый этнос — испанцы, Астурия. Начало реконкисты, неудачно, образование королевств Астурия, Наварра, Леон, графство Португалия, на базе смешения испано-римлян, готов, аланов, лузитан и других. Второй этнос — франки, французы. Третий этнос — саксы, немцы. Раскол империи Карла Великого на национально-феодальные государства. Отражение викингов, арабов, венгров и славян. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви. Четвертый этнос — скандинавы, Южная Норвегия, Северная Дания. Начало движения викингов, появление поэзии и рунической письменности. Оттеснение лопарей в тундру. Восьмой толчок, 11 век нашей эры. Первый этнос — монголы, Монголия. Появление людей длинной воли, объединение племен в народ войска, создание законодательства, ясы, и письменности, расширение улуса от Желтого до Черного моря. Второй этнос — чурджени, Маньчжурия. Образование империи Цзинь, полукитайского типа, агрессии на юг, завоевание Северного Китая. Девятый толчок, 13 век нашей эры. Первый этнос — литовцы. Создание жесткой княжеской власти, расширение княжества литовского от Балтийского до Черного моря, принятие христианства, слияние с Польшей. Второй этнос — великороссы. Возвышение Московского княжества, рост служилого сословия, широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы. Третий этнос — турки-османы, Запад Малой Азии. Консолидация Бейликом Брусы активного населения мусульманского Востока с добавкой пленных славянских детей, янычары, и моряков, морских бродяг Средиземноморья, флот. Султанат военного типа, оттоманская порта, завоевание Балкан, Передней Азии и Северной Африки до Марокко. Четвертый этнос — эфиопы, Амхара, Шоа в Эфиопии. Исчезновение древнего Аксума, переворот Соломонидов, экспансия эфиопского православия, возвышение и расширение царства Эфиопии в Восточной Африке. Восьмое. Пассионарный признак передается по наследству половым путем, о чем свидетельствует тот факт, что процессы этногенеза в местах, не затронутых пассионарным толчком, начинаются только после распространения на эти территории представителей уже пассионарных этносов. Это, в свою очередь, позволяет говорить об этногенезе как о флуктуации живого вещества человеческих организмов, а о пассионарном толчке как о микромутации на поведенческом уровне. Мы специально заострим внимание на явлении пассионарного толчка, ибо именно оно указывает на космический характер, внешний по отношению к Земле причины пускового момента этногенеза. Синхронность и кратковременность начал процессов этногенеза по всей длине полосы, ее узость и протяженность устраняют возможность социальной, климатической и геологической интерпретации. Более того, геометрия линий толчков, близость к геодезическим, указывает на то, что центрально-симметричные поля Земли имеют определенное отношение к описываемому явлению, что, вероятнее всего, обусловлено взаимодействием этих полей с внешним космическим источником мутаций. Поиск источников подобных мутаций не может быть плодотворным до тех пор, пока указанные пассионарные толчки не описаны нами подробно, в пространстве и во времени. В этом мы и видим основную задачу настоящей работы. Но перед тем, как дать надлежащее описание толчков, следует остановиться на методике определения начальных моментов процессов этногенеза и их территориальной локализации, то есть методики выявления объективных признаков образования пассионарных популяций.
Таких объективных признаков, универсальных для всех известных и подробно освещенных в истории процессов этногенеза, можно назвать 8. Первый — появление пассионариев в статически значимых количествах в ареале толчка, но не за его пределами. Второй — смена этнического стереотипа поведения в ареале толчка. Третий — территориальное расширение новорожденных этносов из первоначального ареала. Четвертый — демографический взрыв населения в ареале толчка. Пятый — жесткая регламентация поведения членов новорожденного этноса, контроль брачных отношений, установление охранительных мер по отношению к кормящему ландшафту. Шестой — повышение активности во всех сферах жизнедеятельности — политической, военной, административной, культурной, религиозной. Седьмой — рост числа субэтносов, подсистем этноса, внутриэтническое деление стереотипа поведения с появлением его субэтнических вариантов. Восьмой — одновременность, одно-два поколения, и непрерывность, пространственная, отмеченных признаков по всей полосе пассионарного толчка у этносов-ровесников. Хотя часто на территории, задетой толчком, лежат непроходимые барьеры, горы, пустыни, моря. В этом случае один толчок поражает несколько этносов, но фазы их этногенезов синхронны. Это очень важно. Этническая история неполна. Чаще всего остается неосвещенным начальный момент этногенеза, эпоха толчка и фаза подъема. Но имея готовую схему, несложно взять корректив по соседним этногенезам, а когда известно, где искать, найти легко. Кроме того, обычно пассионарный толчок, даже в пограничных регионах, вызывает к исторической жизни не один этнос, а несколько, образующих системную конструкцию, называемую суперэтносом. Происходит как бы перемешивание старых этносов и рождение новых с оригинальной культурой и обновленным стереотипом поведения. Так в Западной Европе на месте римского мира в IX веке образовался романо-германский суперэтнос, куда вошли испанцы и норвежцы, французы и немцы, англичане и итальянцы, но не кельты Ирландии, не греки, сербы и болгары и не восточные славяне, судьба которых сложилась по-иному. Это показывает, что здесь мы видим не смену социальной формации, ибо феодализм был у всех, а явление экзогенное, лежащее в сфере природы, а не культуры. Следовательно, это воздействие на биосферу мутагенного фактора, а таково только жесткое облучение, не сильное, но меняющее какую-то сторону физиологии людей. Как известно, энергетические факторы на спонтанное социальное развитие непосредственно влиять не могут. Следовательно, они влияют на природную сторону человеческого организма, живущего, как все организмы, за счет биохимической энергии живого вещества биосферы, описанной Вернадским. Изменение концентрации этой энергии создают подъемы и спады пассионарности. А коль скоро так, то этногенез — функция пассионарных флуктуаций, возбуждаемых экзогенными эксцессами. Но откуда они берутся? Для того, чтобы создать эксцесс, или, что тоже, произвести толчок, нужен энергетический импульс. Земля получает энергию из 3 источников. Первый от Солнца, второй от подземного радиораспада и третий от рассеянных пучков энергии в галактике. Вернадский. Сразу можно отбросить солярную гипотезу, ибо Солнце освещает одновременно целое полушарие, а не узкую полосу шириной в 200-300 километров. Не годится и подземное, потому что полосы варьируют вне зависимости от геологического строения территорий, по которым они проходят. Не имеет значения и уровень социального развития этносов, подвергаемых мутагенному воздействию, а наземные физико-географические условия способствуют консервации гомеостатических систем биоценозов, в которых человек — верхнее завершающее звено. Остается неотброшенная одна гипотеза — вариабельное космическое облучение. Пока она не может быть строго доказана, но зато не встречает фактов ей противоречащих. Представим себе поверхность Земли как экран, на который падают космические лучи. Большая часть их задерживается ионосферой, но некоторые достигают поверхности Земли, чаще ночью, так как ионосфера и космическая радиация нестабильны даже в суточном цикле. Будучи деформированы магнитным или гравитационным полем Земли, эти космические импульсы примут облик геодезических линий, не зависящих от наземных ландшафтов. Очевидно, не все, но некоторые из них обладают мутагенными свойствами, и в облученных ареалах появляются мутанты.
Уроды устраняются естественным отбором быстро, а пассионарии медленно, потому что пассионарность тоже нарушение нормы, но особое, устойчивое и несущее определенную нагрузку в становлении человечества как вида. Каков характер этого излучения, здесь мы можем строить только гипотезы. Их две. Первая — о возможной связи пассионарных толчков с многолетней вариацией солнечной активности, обнаруженной Эдди. Если наложить на его кривую, смотрите схему номер 3 в файле рисунки и во вложенном буклете, моменты толчков, то можно заметить, что 4 толчка попадают на максимум и лишь один на минимум. Остальные лежат на точках перегиба кривой Эдди. Есть ли в этом какая-либо закономерность, нам, этнологам, сказать трудно. Ответ за астрофизиками. Вторая гипотеза о возможной связи со вспышками сверхновых. Но таких совпадений нам известно только 2. Толчку, имевшему место в конце первого века до нашей эры, как будто бы соответствует недавно обнаруженная звезда, вспыхнувшая в 5 году до нашей эры, а толчку XI века нашей эры появление крабовидной туманности в 1054 году. Может быть, это совпадение случайно, хотя окончательный ответ может быть дан лишь тогда, когда станут известны, если станут, сверхновые, вспыхивавшие в древности и средневековье. Но даже если гипотезы в будущем не подтвердятся, что это изменит в описании феномена этногенеза? Ничего. Просто одна из версий научного поиска сменится другой версией, а это и есть путь науки. В отличие от феномена этногенеза, этническая история полифакторна. На цепь событий, в их связи и последовательности влияют и социальные закономерности, и географическая обусловленность, и разнохарактерные этнические контакты. Все они явления наземные, и, следовательно, для нашей темы только фон. Однако без них нельзя, ибо пассионарный толчок деформирует этносы, уже имеющие свою судьбу и внутреннюю структуру. Хотя сам толчок краток, но перестройка, то есть латентный период нового этноса, занимает около 150 лет, после чего история обнаруживает смену цвета времени. Так пассионарный толчок, породивший великое переселение народов, смену Рима, Византии, образование Аксума, гибель Дакии и разгром Иудеи, имел место на рубеже нашей эры. А все перечисленные события произошли во II веке нашей эры, больше, чем через век. Следовательно, от исторической даты надо отнимать 1,5 века, что в пределах законного допуска. Зато исторические начала заметны, ибо связаны с крупными событиями. Поэтому в прилагаемой легенде к карте пассионарных толчков характерные события фазы подъема не включают события инкубационных периодов этногенеза. И все же мы можем уверенно говорить о начальных моментах толчков, ибо почти для каждого толчка, в 1-2 случаях этносов, удается заметить примерную дату рождения первого поколения пассионарных мутантов. Предложенная карта пассионарных толчков отражает состояние этнологии в настоящий момент, 1984. Белые пространства на ней — временное явление. И, глядя на них, не следует думать, что ни в западном, ни в южном полушариях толчков не было никогда. Конечно, они были, но когда и где конкретно проходили, этого с такой уверенностью, как для Евразии, пока сказать нельзя. Нет необходимых письменных источников. О толчках здесь мы можем говорить только с прибавкой «видимо». Видимо, ацтеки, муиски и инки появились в результате толчка, прошедшего на рубеже XI-XII веков по линии от Аризоны до озера Титикака. Эта линия также весьма близка к геодезической, как и остальные 9. В XIII веке нашей эры началось расселение полинезийцев с островов Таити. И это движение, продолжавшееся до XVI века, бесспорно пассионарный подъем. Такой же подъем мы наблюдаем в XIX веке у зулусов в Южной Африке. И, тем не менее, об этих толчках мы предпочли не говорить, фиксируя внимание только на достоверных, проверенных явлениях. При дальнейшем развитии этнологии число обнаруженных толчков, естественно, может увеличиться, может удлиниться и протяженность линий, уже найденных и отмеченных на нашей карте. Какая из гипотез о природе толчков победит, сказать трудно. Видимо, та, которая объяснит механизм мутаций. Пассионарии-мутанты, и древнеегипетские, и римские, и монгольские, были одинаково пассионарны. А значит, рекомбинация или разрыв фрагментов хромосомы зародыша человека есть определенная, повторяющаяся от толчка к толчку химическая реакция,
происходящее весьма быстро и необратимо под воздействием неизвестного пока излучения в оптической части спектра. Мы знаем сейчас, что подобные перестройки на генном уровне легко стимулируются лучом лазера, что нашло уже применение в народном хозяйстве для получения урожайных сортов сельскохозяйственных растений. Думается, что характер пассионарного излучения должен быть близок по своей природе к подобным лучам. Испускают ли их Солнце или звезды, вспыхивающие время от времени в нашей галактике, покажет дальнейшее развитие науки.